Все, что издавалось о Яндиеве в периодической печати в нашей республике, за ее пределами, богатый фотоматериал, он будет очень интересен, потому как здесь представлены практически все этапы жизни Яндиева. Послушник вдохновения, библиографические указатели, изданные к 105-летию Джамалдина Яндиева, раскрывает все стороны жизни народного поэта. Здесь богатый фотоматериал и вся информация о его произведениях, напечатанных в нашей республике и за пределами. Из около 2000 краеведческих материалов, изданных Национальной библиотекой, именно эта книга отправилась на второй всероссийский конкурс краеведческих изданий «Авторский знак». С целью продвижения краеведческой деятельности проводится этот конкурс, и мы надеемся, что и наше краеведение тоже будет не только представлено, но и будет пользоваться популярностью, привлечет внимание, и мы будем также и известны в других регионах. Стартовал конкурс 1 февраля и проводится раз в 2 года. Организаторы Российская библиотечная ассоциация краеведения в современных библиотеках и Российская национальная библиотека. Мария Тплиева делится. Выбрать материал для конкурса из богатого архива Ингушского храма знаний было непросто. На повестку вынесли еще 3 книги: краеведческий каталог региона, Республика Ингушетия, события и даты. Большинство голосов склонялось и к пособию «Летопись печати Республики Ингушетии». Книга вызовет особый интерес у местных журналистов и любителей прессы. Это, можно сказать, государственного значения издания, потому что издается это издание, включает в себя все, что писалось когда-то, что-то, начиная с 92 года. Все сведения в печати, периодической, все, что издавалось, все включено вот в эти сборники. Все же выбор пал на послушник вдохновения Джамалдина Яндиева. Роль сыграли и интересно изложенный материал, и имя писателя. Его, кстати, носит сама Национальная библиотека. Сотрудники надеются, что издание привлечет внимание на конкурсе, а сделать это непросто. Требования строгие. Краеведческий материал должен быть оформлен согласно библиотечному ГОСТу. Шрифт, выходные данные, отсутствие ошибок и опечаток. В состав жюри войдут сотрудники Российской национальной библиотеки. Одни из лучших в этой сфере, отмечает Мария Тплиева. Если даже мы и не займем никакого места, это большой опыт, так как даются авторам, подчеркиваются и достоинства, и недостатки каждого издания, какие-либо ошибки указываются на них. Ну, а это уже, так сказать, руководство к дальнейшей работе и совершенствованию ее. Цель конкурса – поддержка краеведческой издательской работы библиотек на широкую аудиторию. Участвовать в конкурсе могут все краеведческие издания библиотек страны. Материалы принимаются не только в бумажном, но и электронном формате до 30 апреля. Итоги подведут к концу года. Дана Плиева, Рамзан Зурабов. Новости 24.